В сегодняшнем видео мы расскажем о отношении Жириновского и Лукашенко к Узбекистану и Таджикистану. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как хотят переманить на свою сторону Таджикистан и Узбекистан, представители государств. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале, а также подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Таджикистан, Узбекистан. Узбеки отобрали у таджиков Бухара и Самарканд. Это жемчужина Средней Азии и в религиозном плане, и в архитектурном. Поэтому там всегда было состояние противостояния. Но царь не менял уклад. Была Бухара, Эмират, по-русски княжество, Хива, Ургенч, Самаркандское, все 5-6 территориальных. Слышите, ничего национального. Мудрость народов Средней Азии. Нельзя давать национальное название какой-то территории, иначе породит вражду. То есть 150 лет не можем наладить отношения с народами Средней Азии. На 90% они хотят быть с Россией. Они любят Россию. Они перешли на русский язык. И у них без акцента русский язык. Не как в Прибалтике или там в Закавказье. То есть они никогда не хотели уходить. Но их пинком вышвырнули в декабре 1991 года. Во время своего визита в Таджикистан Владимир Жириновский заметил: «Я рад, что мы оказались здесь. Мы увидели гостеприимство таджикской земли. Мы восхищены этими уникальными виноградниками Турсанзаде. Мы уедем отсюда, сохранив в своих сердцах самые теплые воспоминания об этом городе и людях, которые его населяют. Здесь живут настоящие труженики, дехкане. Они показывают нам, что труд на земле очень важен. Может быть, мы добьемся принятия закона об особом статусе жителей Таджикистана во время перебывания в России, чтобы они не чувствовали себя мигрантами и понимали, что Россия их вторая родина, как это было в СССР. Родина-мать любит всех своих детей, и нет никакой разницы, где они работают, на алюминиевом заводе в Сибири или в Турсунзаде», также заявил Жириновский. И Имамали Шарипович, уважаемый наш господин президент, люди никогда не были вообще в Таджикистане. В России они слышали, конечно, это новое поколение. Они, так сказать, вот им в среднем 30 лет. Уважаемый Имамали Шарипович, мы все в любом случае знаем из истории, а я напрямую, это наша не первая встреча, что вы основатель нового таджикского государства. Каждый день идет нарушение таджикско-афганской границы. Несколько пограничников таджикских погибают каждый день. Это кончится тем, что они ворвутся. И где это будет? Да, это будет все. В Средней Азии вся заполыхает. И опять беженцы куда? В Россию? Нет. Мы закроем границы. Жириновский в ноябре 2018 года в ходе визита в узбекскую Бухару отметил: Узбекистан и Россия обладают большими возможностями для развития сотрудничества в сфере туризма и образования. По мнению лидера ЛДПР, для развития этого потенциала необходимо расширять взаимные диалоги, создать условия для развития предпринимательской деятельности. Жириновский отметил целесообразность использования возможностей различных министерств и ведомств, в частности межпарламентских групп сотрудничества. Они хотят, чтобы между нами были теплые отношения. Они хотят изучать русский язык. Они просят русские учебники. Они просят открывать русские школы. Учебники, просто книги. Открыть магазины и в Ташкенте, Душанбе, русская книга. Артисты, чтобы приехали. Киев закрывает нам возможность ехать. Нашим артистам там ждут, а наши артисты не едут. В мае 2018 года Лукашенко заявил: «Я всегда с удовольствием отмечаю, что по темпам развития Таджикистан превосходит КНР. Это здорово. Мы видим невооруженным глазом, как меняется столица», заверил таджикского коллегу Лукашенко. «А я здесь для того, чтобы укрепить наши связи. Вместе с вами будем двигаться в другие страны, развивая торгово-экономические отношения», обозначил перспективы Лукашенко. Дорогие друзья, прежде всего, еще раз благодарю моего друга, президента Таджикистана, уважаемого Имамали Шариповича, за традиционно радушный прием. Мы видим невооруженным глазом,
как меняется столица. Даже ночью сегодня прилетел, я это заметил. Ну и еще раз убедился сегодня в том, что вы на правильном пути. И поверьте, мы за вас очень рады. К Узбекистану не менее теплые отношения. Я сюда приехал, чтобы поблагодарить вас за то отношение к Беларуси и белорусам, которое сегодня вы прививаете узбекскому народу. Мы действительно очень похожи, прежде всего, своим трудолюбием. Если бы мы научились торговать как узбеки, представлять товар, который производим, мы были бы в 2 раза богаче. Думаю, вы нас научите в этой доброй практике, сказал Александр Лукашенко. Я тоже вам сказал, так вкратце, я побывал у ваших соседей, у всех. Я скажу, то мнение, которое сегодня бытует у элиты этих государств о вашей политике, ну просто это на зависть. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.